Помимо прочего, она стала знаковой и для якутского кинематографа. В столице республики прошел 3-й Якутский международный кинофестиваль. Он собрал под своим крылом российских и зарубежных актеров, режиссеров, продюсеров и кинокритиков. В течение недели в рамках фестиваля шли показы фильмов участников конкурсной программы. Между тем, на площадке форума прошли круглые столы и конференции. Каковы же перспективы развития якутского кинематографа, постаралась узнать Саргалана Захарова. Третий Якутский международный фестиваль открыли красной дорожкой. На ней собрались знаменитые российские и зарубежные артисты, режиссеры, продюсеры и деятели кино. В этом году в фестивале приняло участие беспрецедентное количество картин. 15 фильмов режиссеров из Кыргызстана, Казахстана, Турции, внутренней Монголии, Финляндии, Америки и России. Фестиваль будет работать по двум направлениям. Это артистическое кино, это одно направление, и второе направление – тюрко-монгольское кино. Конкуренция на кинофестивале серьезная. Наряду с молодыми режиссерами свои картины представили такие известные деятели кино, как Алексей Федорченко и Александр Прошкин. Фильм «Райские кущи» Александра Прошкина уже побывал на 37-м Московском международном кинофестивале и успел собрать немало отзывов. Картина о сегодняшнем, как мне кажется, о сегодняшнем состоянии вообще нравов. Да? Что-то мы, как сказать, самое важное в своей жизни упустили, а что-то совершенно второстепенное сделали главным и фетишизируем. Почетные гости фестиваля, китайская певица и актриса Бадыма, представила фильм режиссера Баян Эрул «Наржима». Для российского зрителя Бадыма наиболее известна по роли в картине Никиты Михалкова «Урга. Территория любви», получившей «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Я представляю на фестивале фильм «Наржима». В нем рассказывается о любви и о войне. Я очень рада быть здесь. Все очень гостеприимные и радушные. Я чувствую себя как дома. В числе почетных гостей кинофестиваля знаменитый польский кинорежиссер, обладатель главного приза Венецианского кинофестиваля Кшиштоф Занусси. Он провел 2 мастер-класса «Фактор времени в киноискусстве» и «Умение рассказывать истории, мудрость в искусстве». Свой мастер-класс мэтр начал со слов: «Кино – это слово, литература. Кино – это рассказ, который происходит в определенном времени». Кино – это рождалось от рассказа, и это искусство рассказа, который происходит во времени. Кино гораздо ближе литературе, театру, чем, скажем, живописи. Я на это бы хотел обратить внимание. Надо всегда такой сюжет, который зацепится потом за память. Неотъемлемая часть кинофестиваля – обсуждение проблем и вопросов, связанных с развитием кинематографа в республике и в стране. Первый заместитель председателя Союза кинематографистов России Олег Иванов отметил, одна из главных составляющих существования кино в регионе – наличие кадров. Он подчеркнул, что важно не только их вырастить, но и суметь сохранить в регионе. Вопрос о том, что вот эти региональные кадры, они должны не только создаваться внутри, но и они должны каким-то образом закрепляться. Есть регионы, например, Иркутск, в котором кинематографическая среда развивается настолько, что люди, которые поработали в московских проектах, приезжают сейчас в Иркутск и остаются там в проектах. Причем очень качественные с точки зрения кинематографического опыта своего. Одним из незабываемых моментов кинофестиваля, в котором могли принять участие все желающие, был первый съемочный день фильма «Созвездие Марии». Кинопроект представила компания «Кара Продакшн». «Созвездие Марии» будут снимать по мотивам пьесы якутского драматурга Владимира Федорова. Это историко-патриотическая драма о героической судьбе Ленско-Енисейского отряда Великой Северной экспедиции. Главные роли в картине исполнят российские актеры Никита Ефремов, Валерий Баринов, Александр Самойленко. Должен вам сказать, что якуты удивительно артистичны. Удивительно. Володя замечательно сказал, что они действительно и плакали, и верили в то, что происходит. Заставить это делать русских актеров довольно сложно, да? Да. Премьерный показ фильма продюсеры планируют провести на открытии следующего кинофестиваля. А сейчас идут переговоры с правительством республики о поддержке в строительстве декораций и организации съемок. В течение всей недели во всех кинотеатрах Якутска шли показы не только фестивальных фильмов, но и картин вне конкурсной программы. Так, в кинозале Манчары состоялась премьера нового выпуска цикла «Дети солнца». Одна из основных целей, которую мы хотим достичь с помощью этого проекта, это просто раскрыть образ современной деревни Якутии. Вот. А также, конечно, мы пытаемся привлечь молодых людей, внимание молодых людей в жизни в деревне с тем, чтобы они возвращались в свои родные деревни, как-то пытались работать
работать на благо. 5 дней фестиваля пролетели, и жюри уже определило победителей. Сегодня в Сахакадемическом театре состоялось финальное мероприятие закрытия кинофестиваля и церемония награждения. В конце августа якутяне могли проголосовать за любимого актера, актрису и фильм. По итогам голосования зрители выбрали победителя в номинации «Лучший якутский фильм», картину творческой студии «Детсад», хэштег «Топтал». Хочется, конечно, чтобы в первую очередь зритель оценил этот фестиваль и ходил больше на показы, потому что мы стараемся, мы делаем очень интересную программу. На мой взгляд, в этом году программа была более чем серьезная и интересная. Сарглана Захарова, Дмитрий Сергучев, Сергей Васильев, Василий Слепцов, Якутия. День за днем.